Человек, ставший эпохой, человек, знаменующий свободу, человек, имя которого порой почти молитва. Владислав Артзимба – видный политический и государственный деятель, не просто сыгравший ключевую роль в становлении современного абхазского государства. В некотором смысле он стал духом этой страны, ее волей, ее стремлением, ее независимостью. Он был гением своего времени, рассказал Сергей Лидов, фотограф, разделивший с Владиславом Григорьевичем множество важных, значимых мгновений. Когда я появился в Абхазии, я встретил прекрасного человека, вы все его знаете, это Руслан Хашек. Руслан Хашек взял меня за ручку и познакомил с президентом Абхазии Арзинбе. Так как мы одного года рождения, поэтому мы нашли общий язык, и я должен был отобразить всю красоту, передать фотографии. И надо отдать должное, не все люди способны именно помочь фотографу передать свою сущность, свое лицо, но это было исключение. Мы просто с полуслова находили общий язык. Советский и российский профессиональный фотограф-документалист, посвятивший всю жизнь фотографии, познакомился с Владиславом Артзимба, первым президентом независимой Абхазии, уже после войны. О тех днях Сергей Львович говорит с теплой улыбкой. Он сразу понял, перед ним по-настоящему неординарный человек. Меня сразу поразил этот уникальный, восхитительный, я не знаю, какие еще эпитеты надо говорить, просто контактный, красивый человек. Я не мог уйти, расстаться, потому что мы там беседовали часа 3-4. Вот нет даже слов, нет даже, я не могу подобрать слова, насколько это просто гений своего времени. Талантливый фотограф, в объектив которого попали многие страницы истории страны, провел с Владиславом Григорьевичем неделю, запечатлевал уникальные мгновения, ставшие воистину культовыми. Там сзади герб Абхазии, улыбка достойная. То есть вот я считаю, лучше этой фотографии для официального портрета Арзинба не существует. Но это мое сугубо личное мнение. Я его попросил переодеться в национальный костюм. Мне всегда все отказывали. Как так, национальный костюм? А ему только его пошили. Он говорит, я его ни разу еще не надевал. И вот он переоделся. И я его снимал в разных вариантах. А это уже фон, это Абхазия. Это турецкая шапка, знаменитая. Многие знаменитые фотографии, известные каждому жителю и гостю Солнечной Республики, были сделаны именно Сергеем Лидовым. Ему удалось показать лидера нации в самых разных амплуа – и политиком, и ученым, и семьянином, и просто человеком, мудрым, сильным, тонко чувствующим. Благодаря скрупулезной, обстоятельной работе мастера света и тени Владислав Артзимба и по сей день улыбается искренне и светло, со множества фотоснимков. Начал снимать его в Ишерах. В Ишерах встретил вот эту собачку, гладит. Потом он мне показал прекрасный, он выращивал киви, показал, как он выращивает киви. Застал я его, когда он косил, и потом вдруг я увидел такое сооружение, и там сено с пшеницей. Я говорю, вот это как раз то место, где надо позировать. И вот он сел непринужденно, улыбка у него исключительная просто. И улыбнулся мне, подыграл. Это начало было. Владислав Артзимба – первый президент независимой Апсны.
символ, лидер, герой. Но на снимках Сергея Лидова оживает и совсем иная сторона жизни основоположника современного абхазского государства. Ведь фотографу удалось запечатлеть Владислава и в окружении родных и близких. Но, к сожалению, не все снимки представлены на выставке и доступны широкой публике. А потом, значит, он мне говорит: Сергей, я приглашаю вас на обед. Там я встретился со всей семьей. Вот, прекрасная дочь Мадина. К сожалению, здесь только часть. Есть одна фотография, он с дочкой, такой трепетный. Просто она его обняла, такой нежный, и с супругой, со Светой. Просто там он такой диван овальный, и он на этой диване, и так, ну просто это изумительный семьянин был, супер просто. Сергей Лидов не единожды после возвращался в страну души и работал с Владиславом Григорьевичем. Его работы, узнаваемые, пожалуй, каждым жителем нашей страны, сегодня презентованы на фотовыставке, открывшейся в Абхазском государственном драматическом театре имени Чанба. В экспозиции, развернутой в фойе театра, представлены также снимки из архивов Государственного музея боевой славы имени Владислава Ардземба и Гудаутского музея боевой славы имени Сергея Дбар. Мероприятие, собравшее под крышей драмтеатра жителей и гостей столицы, посетили президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, депутат Государственной Думы России Константин Затулин, члены правительства и депутаты парламента. Говорят, по-настоящему хороший снимок способен остановить ускользающее мгновение. Пожалуй, глядя на многочисленные фотографии Владислава Ардземба, улыбчивого, теплого, искреннего, серьезного и собранного, порой немного грустного и задумчивого, можно с уверенностью сказать: да, мгновение действительно остановилось и сохранилось для будущих поколений во всей своей глубине и неподдельности. Рада Чачава, Торника Амичба, Абаза ТВ.